Первый стартовый день чемпионата. Пожалуй, самый удобный и для делегации, и для журналистов. У всех эмоции только позитивные. Гости наслаждаются праздником и гостеприимностью Казани. Команды открыты для общения. Состязания, трудные задания – все это впереди. А сейчас можно и даже нужно отвлечься от тренировок. С пользой провести свободное время, познакомиться с богатой культурой России и Татарстана. А кто может по-настоящему удивить, развлечь и угостить? Конечно, школьники и учителя. Не самая давняя, но очень добрая традиция движения WorldSkills – акция «Одна школа, одна страна». Молодые профессионалы из разных стран в гостях у казанских гимназий, лицеев, колледжей и школ. Танцы и пляски, можно сказать, наш коронный номер. Темпераментных бразильцев долго уговаривать не пришлось. Я так кричала только что, потому что это реально круто. У вас красивая страна и культура. Я очень счастлива быть здесь. Это невероятно. Я не мог себе такое представить. Это очень мощно и красиво. Особая честь принимать российскую сборную выпала Казанскому лицею номер 23. Учителя и ученики стараются максимально блеснуть талантом и не одним. Конечно, такая кропотливая работа требует много усидчивости, внимания. Посмотрите, какую красоту создает наши девочки. Казань классный город, очень бодрит солнышко. В школах на самом деле нравится, когда нас приглашают, потому что это не первый раз такое. Очень интересно посмотреть, кто как занимается, кто как проводит здесь время. Атмосфера праздника колоссальная. Казань безумно красивый город. С первого дня, как тут был, влюбился в него. Нас встречают в национальных костюмах, какими-то угощениями, танцы. Это, конечно, очень задает и настрой, и настроение поднимает. Наша команда одна из самых многочисленных на домашнем чемпионате. Страну представляют 65 юношей и девушек из 25 регионов. Родные стены могут стать дополнительным фактором успеха, если ребята справятся с волнением. Руководители сборной верят в их бойцовские качества, но и соперников уважают. Сборные сильные, это все сборные Бразилии, массовые сильные, Китая, Кореи, Швейцарии, Австрии, конечно же, французская сборная большая. Вот они, конечно, нам доставляют некоторое беспокойство. Эмоциональная разрядка порой не помешает, особенно если это искренние и радостные эмоции. А у иностранных участников соревнований пока поводов для огорчений нет. Гостеприимный кампус деревни WorldSkills станет для них родным домом на ближайшие несколько дней. И здесь для них созданы все условия для комфортного проживания и полноценного отдыха. Очень красиво. Организаторы молодцы. Спасибо за все, что для нас сделали. Мы впервые прилетели в Казань и в полном восторге. Наша делегация одна из самых маленьких. Но несмотря на это, мы самые громкие и веселые. Нам здесь комфортно, как дома. Для нас большая честь приветствовать представителей стран, 63 страны. Хотел бы пожелать вам хороших соревнований, успехов. И, конечно же, я очень надеюсь, что наш город, наша республика, наша страна вам понравится. Этот чемпионат WorldSkills Казани станет крупнейшим в истории движения. По крайней мере, ожидания у нас такие. И подготовку Казань провела соответствующую. Специально к чемпионату был построен уникальный выставочный центр «Казань-Экспо» площадью 76 тысяч квадратных метров, включающий временные и постоянные конструкции. По размеру эта площадка сопоставима, например, с Красной площадью в Москве. Условия для всех команд одинаковые и близкие к идеальным. С финальной инспекцией в Казань-Экспо премьер-министр России Дмитрий Медведев. Увиденным остался доволен. Напутствие российской команде – сохранять самообладание. Проделана большая работа. Родные стены и поддержка болельщиков ребятам обеспечены. Главное – не нервничать. Естественно, за вас будем болеть. Поэтому я вам желаю успехов, удачи, максимальной концентрации
и в то же время желаю преодолеть то, что всегда является врагом любого достижения. И на этих соревнованиях тоже. Волнение. Удачи вам! Патриотизм сильно развит. У нас частенько такое вот бывает, когда мы сидим в кричалочке, там вот это, там мы в Казани, чтобы победить. Да, такое частенько бывает у нас. Кричалки классно работают. Конечно, бодрят. Это чувствуется вера в команду, вера в страну, когда такие люди нас поддерживают. Мы должны поблагодарить вас, правительство, за ту поддержку, вот то, что мы увидели. Конечно, без федеральной поддержки было бы невозможно. Знаете, я думаю, что главный результат чемпионата мира по профессиональному мастерству, который пройдет в Казани, будет заключаться в том, что огромное количество молодых людей, девушек и юношей получат мотивацию для того, чтобы вот в рамках специального, среднего, профессионального образования, для кого-то потом высшего образования, обучиться принципиально новым технологиям и войти вот в будущее именно с такими навыками. На последнем чемпионате в Абу-Даби россияне выступили блестяще для команды, которая только-только влилась в семью WorldSkills. В общем медальном зачете мы стали 5-ми. В Казани такой результат вряд ли будет считаться успехом. Ребята говорят, что домашняя атмосфера не давит, наоборот, помогает. К вниманию прессы тоже привыкли. К чемпионату сейчас приковано внимание всех мировых СМИ. В Казань приехали сотни журналистов со всех стран мира и регионов России. Можете, пожалуйста, поднять руки тех, кто услышал о WorldSkills в течение последнего года, о соревнованиях WorldSkills? Как мы видим, это практически половина. Казань-Экспо — это первый медиацентр, в котором я работаю. Здесь все очень удобно, созданы комфортные условия. Сегодняшнее утро у нас прошло в подготовке к чемпионату. Мы уже взяли интервью у известных людей. Посещал немало подобных мероприятий, но здесь видно, что к организации подошли на очень серьезном уровне, гораздо на более высоком, чем работают даже российские авиалинии. Потому что мы приехали, наш багаж пропал, вот, но коллеги из числа организаторов сделали все, чтобы багаж нам привезли. То есть мы даже за ним не ездили никуда. Нам привезли его в гостиницу. Это просто здорово. Я хочу вам сказать, что праздник, который мы с вами будем наблюдать в течение этих дней, не забудется, он останется в ваших сердцах, потому что Республика Татарстан, город Казань, Российская Федерация являются очень гостеприимными. Об этом вице-премьер Татьяна Голикова может говорить уверенно, в том числе как председатель оргкомитета по подготовке к этому чемпионату. А он не только обещает быть самым масштабным в истории движения WorldSkills, но и в определенной степени знаковым для России. Эта бацилла WorldSkills буквально поразила нашу молодежь, и наши ребята не просто пытаются быть активными, они продвигают это движение вперед и вперед. Уже сегодня 59% наших выпускников выбирают среднее профессиональное образование. То, что площадкой для проведения первого в истории России чемпионата мира по профмастерству стала Казань, также не случайно. Татарстан не только один из регионов-доноров и лидеров в инновационном развитии в стране. Республика активно занимается подготовкой профессиональных кадров для реального сектора экономики. Как отметил Рустам Миниханов, сейчас в Татарстане работает 37 ресурсных центров, а уже через год их будет 41. Тот же Казань-Экспо в будущем может стать мировым центром по подготовке кадров. Все, что вот это создано к чемпионату, оно остается здесь, никто никуда не увез. Даже станки мы попросим, чтобы у нас оставили. Поэтому Уразов — это наш земляк, Татьяна Алексеевна, председатель оргкомитета. Поэтому все, что делается, только на пользу. Большое спасибо. Чтобы возрождение интереса к рабочим профессиям происходило быстрее, нужна мощная информационная кампания. Только вот федеральные каналы этим озабочены мало, считает наш знакомый журналист из Алтайского края Константин Ганов. Что касается СМИ, я думаю, что они перестроятся. Это инертность наших федеральных каналов. У нас за последние годы, 10 лет, всего один фильм снят, один художественный фильм про рабочую профессию, про сантехника. И называется он, знаете как? «Дурак». Когда в регионах
станут больше об этом говорить. Может быть, когда-то это перейдет и на федералов. И Татьяна Алексеевна, она, мне кажется, правильно сказала, журналистика — это среда такая как бы инертная немножко, ну, федеральная. Если они привыкли рассказывать о звездах, о певцах, о том, как хорошо быть, я не знаю, экономистом и так далее, юристом, то им нужно отвыкать. В этом-то и прелесть WorldSkills. Здесь все гармонично сочетается. И серьезные разговоры о тенденциях на рынке труда, и улыбки болельщиков, музыка, танцы, креатив. Кульминация первого дня чемпионата – церемония открытия. Здесь даже самый взыскательный зритель мог найти то, что ему по душе. Кого оставит равнодушным парад сборных? Захватывающее и волнующее зрелище. Дружелюбный казанский зритель одинаково тепло приветствовал команды, состоящие из нескольких десятков человек. Под одобрительный рев трибун выходили команды Бразилии, Китая, Белоруссии, Казахстана. И настоящую овацию устроила публика нашим ребятам. Одной из фишек этого шоу стала мобильная пекарня, стилизованная под комбайн. Хлебопеки на борту работали, что называется, в режиме онлайн. Пару часов представления им хватило, чтобы испечь символичный каравай WorldSkills. Другой изюминкой шоу стали технологии дополненной реальности и яркие концертные номера. Наверняка запомнится зрителям и трогательный эпизод с роботом Софией. Открыть чемпионат в Казани доверили Саймону Бартли, президенту WorldSkills International, и председателю правительства России Дмитрию Медведеву. Добрый вечер. Херле Кич. Привет, Казань! Thank you to you, the people of Russia, the people of the Republic of Tatarstan, and the city of Kazan, whose warmth and hard work has created such a marvelous showcase for our competition and a record number of competitors. Я просто в восторге от открытия, и здесь все такие гостеприимные, такие радостные, такие улыбаются. Очень хочется увидеть, насколько прогрессивен мир. Это завтрашний день нашей экономики, это завтрашнее развитие нашего города, нашей республики, в целом страны. Поэтому вот все это видишь, я вчера был на открытии, вот впечатления прям громадные. Особый интерес у зрителей вызывает компетенция ресторанный сервис. Еще бы, любой из них может не только со стороны оценить филигранную работу поваров и официантов, но и выступить в качестве клиента. Очень большая гордость то, что Тимур Каюмов, наш участник, который на чемпионате мира в компетенции ресторанный сервис представляет именно Россию. И он из Казани, из Татарстана. Это двойная гордость. Мы болеем за него, держим кулачки. Отвлекать нельзя, увидеть и поддержать можно и нужно. В составе сборной России на чемпионате WorldSkills выступает 14 участников из Татарстана. Помимо Тимура Каюмова, это Данил Пронин, который занят обслуживанием тяжелой техники, Станислав Джуманязов в компетенции инженерный дизайн, Аделина Вуколова в компетенции медицинский и социальный уход, наши Ислам Нигматуллин и Иван Жуков и другие ребята. Активно кипит событиями культурная, гастрономическая, музыкальная жизнь WorldSkills во всей Казани. Гостей столицы и всех казанцев и накормят вкусно. Готовится на гриле при гостях, и все могут это увидеть прекрасно. Сеньоро! И развлекут по полной программе, познакомят с интересным человеком. На этой неделе можно было узнать много любопытной и полезной информации из общения с послом WorldSkills, героем Советского Союза и России, летчиком-космонавтом Сергеем Крикалевым. Так что WorldSkills в Казани в самом разгаре, и впереди еще все самое интересное. Не пропустите. Тимур Бекмурзин и Роман Безменов. 7 дней.